Этот ужин, А? этот ужин, как он был от нас далек. Да, ну наконец-то уже рядом. Еще чуть-чуть. Еще немного, еще чуть-чуть. И каша снова подгорит. А я домой к маме хочу. Кашка, малашка, наша. Каша наша. Ух, и наша Ах каша. ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. А, так это не Ух ты, каша. ах ты, это макароны. Так, вот колбаса зеленая. Зеленая колбаса? Да. Нормально. Так, что ж там малосолка? Чайковский закипел у нас скоро. Что ж там малосолка делает? Малосолка? Солится. Ой, я сегодня устал, ужас. С чего ты устал? Целый день катался на буксировщике. Нафиг этот буксировщик. Я, блин, его... Он катался на мне. Только чуть в сторону. Видишь, это же колея высокая, натоптана. А Ну. тут низко. Чуть лыжа только туда сразу, блин, брык нафиг упал. А по целику не едет. Нет, ну, он доедет до... И уперся, и все, не залазит, надо все равно вручную. Я, блин, мне мышцы Ай, заметно, накачал. да, заметно. Блин. А мы съехали по целяку с грузом, с двумя Да. корытами, с досками, блин. Ездил совсем вместе. Не прет хоть бы что. Вот трактор, блин, действительно маленький трактор. Так, ну что, доставай, Иван, баночку с малосолочкой. Малосолочка. Кто скажет нам, что мы не рыбаки? Мы им в морду плюнем. Конечно, вон, готовая рыба. Свежок малосольный. Угу. Ужасная температура. Цигель, цигель, ай люлю. Так. Я не знаю, как это вот. Как? Руками? Да. Давай, Иван, чтобы сейчас усталость за 3 секунды пройдет. Держи. Ой, Держи. ой, Держи. еще и холодненькая. О, избушечки отстоялась. Мыши, наверное, и так бегали вокруг этой бутылки. Ну, добегались. Выпили, а закусить А ко мне капни чуть кисленького. Холодный Хорошо. чай. Хорошо. Холодный чай. Моя цена. Так, это куда-то убрать туда было. Вот так вот. Вот так. А подписчикам? Ёшкин кот. Молодец. Молодец, он напомнил. Я все А забываю. подписчикам? А рыбки подписчикам? Малосольные. Рыбку сегодня покусали. О, щука, блин, хотела. Щука хотела это попробовать это свежака, блин. Да главное на середине речки ровно. Это что-то. А может семга поднимается? Это вам. Может семга поднимается? А Всё, семга- не, зубы-то у щуки. Ну, может, семга цап-цап. Она не кушает, а так подавит. Так. Хрясь, хрясь. Так. Ну Ой, ладно, за ваше ну здоровье. давайте за ваше здоровье, господа. Мы опять здесь. Судьба. От судьбы не уйдешь. Если так будет жарить, отсюда тоже долго не засидишься, тоже придется уходить. Такое-то тепло. Что успеем, то и это, Да. то успеем. Завтра будет видно. Завтра на Ваше озеро. здоровье. Дай Бог. Самая вкусная вещь, которая час назад еще плавала, ну 2. И тут она уже на столе. Некоторые люди говорят,
Ну как это сырую рыбу кушать? Ну а селедку как кушать? Что, селедка вареная? Вчера был рыбный день. Щучка соленая уже, которую я на озере-то поймал. Сиг просольный, который свежий. Щука, щучьи головы жареные. Еще эти головы, да, хвосты пожарила, это все. Ёрш соленый с икрой. Это полностью рыбный день. Как сели, как умяли. От души. Просто все лежит, да. И салат, и одно, и другое, и третье. Как на рыбу сели, и все. Я тоже, Свежачок как раз. если рыба есть, я даже сало не ем. Ну что, я там пару комментариев заскринил. Прочитаю, ничего, никто не против. Нет, конечно. Ну, согласен. Палец до того у меня растрескался, что не распознает отпечаток телефона. Он же по отпечатку включается. Теперь не познает. Чужой говорит. Это вот Воды. От Ты воды? Потрескался. нельзя же говорить, что где руки побелели. Да, ты говорит это. Не твои пальцы, говорит, врешь. Не узнает телефон пальцы мои. Так, поехали. Галилея. Я, между прочим, Недавно. тоже. У меня заноза была. Я несколько раз тыкаю, и он не включается. А мне Ольга как бы подковырнула. Помойте руки, может, жирные руки. Блин, опять полный рот. И третью накатим, да потом уже комментарии. Да. А? Ну, можно пару штук почитать, да, потом. Ну давай, ты пока тогда начитай. Пока вопросы хорошие будут задавать. Если бы задавали, можно было, классно было бы, да? Конечно, ну а что их интересует? Да Бог его знает. Я же не знаю. Например, я очень много читаю комментарии там по другим, там, как вытаскивают с лунки. Я говорю, ты что, на океане рыбачишь? Тащит. Опять. Ставьте лайк, я вам покажу. Что? Где ты рыбачишь? В океане? Что ты тащишь, блин? Ну уже, я говорю, за это время я бы 50 метров лески вытащил. Ну какая-то рыба должна быть. Или крючок, или рыба. У нас что? Ну, конечно, если ты на море рыбачишь, так скажи, приходите завтра. Завтра я это достану. Вон, буквально вот вчера, 7 апреля, да, вот я заскринил это с утра. Ладно, которые попали в скрин, зачту всех, прочту, потому что дело касается тут именно Максима Кудрявцева. Я уже писал вам, передайте привет всем ижевским рыбакам. Ижевским рыбакам. Ижевским рыбакам. Ижевск. Это Удмуртия, если я правильно понимаю. Ижевск Да-да. это Удмуртия. Ижевск. Удмурт и Коми, кстати, тоже к одной группе относятся. Ну, так что это же Карела- финские Да-да-да. народы. Так что Финно-угорцы. можно сказать, земляки. Огромный привет Удмуртии и ижевским рыбакам. Иван Джиганов, лайк. Лайк. Это тоже хорошо. Максим Кудрявцев, опять его. Геннадий, с удовольствием смотрю ваши видео. Ну, рад, что нравится. Значит, не зря все это, да? Не зря Вот у все. меня... нет, это мордвины были. Это Иван Милкин и Саша. Саша, дай бог Силкин. память. Ой, елки-палки. Ну, вы служили вместе. Так. Ну, это же столько лет было. Но я Милкина запомнил, Иван, потому что я Иван, и он Иван. И он такой, такой мужик классный был. Я бы с ним хотел встретиться. Саша Кирдяшкин и Александр Кирдяшкин.
Если может, может Откуда? дети, Откуда? А, они мордвы? мордва. Ну, мужики классные. Я бы, конечно, хотел с ними даже встретиться. Маган Алтай. Поздравляю с обновой. Это насчет палатки поздравляю. А, Мы эту палатку, надеюсь, увидим. Еще увидим на льду, потому что мы сегодня привезли Да. целую пачку досок. завтра установим. Да, если такой ветер будет, я устанавливать ее не буду. Нет, конечно, что. Это нереально. Я Она и улетит. думал, куда я поворачивать при Она таком улетит. ветре. Улетит такой ветер, блин. Ну, эти шурупы. Бутылки-то с какой скоростью поскакали? Я хотел завести этот бурлаки, их опередить и встречать, как вратарь. Бутылки из-под воды. Иван достает пакет, порывом ветра пакет лопается, и 4 бутылки на перегонки друг за другом. Я хотел заводить. их. Я говорю, он бежит, чуть ли не падает. Я говорю, да оставь ты их уже, господи. Да. Виктор Мор, кстати, инициатор вот этой третьей рюмки. Ага. Палатка хорошо выглядит. Омывать будем? Конечно, будем. Обмыли, конечно, вот. Я говорю, не вопрос, так что за палатку. Ну, запала. Чтобы служила долго, чтобы Да, чтобы продуктивно. не загорелось от печки. Нет, там нормально, там Нормально? материал-то есть, да. Ну, Есть, я не всё. видел. Меня спрашивали еще сегодня ВКонтакте, не помню, могу, в принципе, посмотреть, спросили, как она вообще, двухслойная, однослойная, можно, не можно. Говорю вам сразу, палатка двухслойная, и не то чтобы ночевать можно, я минус 30 ночевал на переправе там. Минус 30 было, я нормально проночевал, спал вот так в футболке. Я скажу другое. На Унье, 200 километров отсюда, живет человек уже зиму в палатке. На реке. На реке. Монах. А-а. Он живет там, все удивляются, как он живет. Но он сделал себе как вот я утеплил этот короб свой там. Он утеплил себе гроб там. Сделал гроб, утеплил вот этим из-за как его? И Из-за что, плен. в гробу спит? Да, открывает крышку, затопил печку, гроб закрывается и спит. Что, реально в гробу Но он спит? монах. И в гробу спит? Да. Это вместо Днем кровати. рыбачит. Уха, тут у нее кострище, кастрюли, все. И палатка стоит под елкой там. Все топится, И печка. в палатке гроб И этот гроб. утепленный. Утепленный. Вот это... Так посмотрели. Мы с Игорем зашли, посмотрели там. Ну, блин, знаешь, жуть берет из-за того, что... Ну, действительно, он не гроб, а такой ящик. Ящик сделанный, утепленный. И человек затопил там, накрылся. Когда умрет, так в этом, чтобы похоронили, наверное, так. Ужас. Ну, будем. они же Нет, они мы- же монахи. Мы без гроба, мы в раскладушках поспим. Да я в спальнике лучше. Ну, дай Бог здоровья. Вот я опять... А люди думают, что это анекдот. А мы же с Игорем вот только что вернулись. Все анекдоты из жизни. Не так... Ну, действительно, мы тоже удивились. Ну как это? Ну ты... А потом еще там... если бы мы только вдвоем с Игорем, я бы не понял, что это за ящик. Может, для рыбы, может, для чего. А этот мужик, был тоже на собаке, говорит, а этого дома не было там. Ну, как бы мы так открыли, посмотрели. Он говорит, так он там спит в этом. 34 стало. Ну, он там спит в ящике. Ну, Игорь, знаешь, какой любопытный. Раз открыл. Так это не ящик, а гроб, говорит. Ну, типа такого сделал. Он говорит, внутри утепленный, все. Ну, мужик тот рассказывает. Так, палатку обмыли. Поехали дальше. Иван Малев. Дядь Ген, привет. Я Виталик из Коноши. Многим друзьям я сказал, Коныша тут рядом. все подписались. Передай мне еще по видео привет.
Главное, ник Иван Малеев, говорит, я Виталик из Коныши. Ну, передам привет обоим. И Виталику, и Ивану. Ивану Малееву и Виталику из Коныши. Обоим вам огромный привет с Рыбацкой избы, с берегов Печоры. Всем привет. Сергей Чецкий. У нас этого бычка по-местному называют Шваха. Поселок-то вот этот, который бычок-то, помнишь? Подкаменщик-то. Подкаменщик. Да. Ну. Я говорю, в одном ролике, когда я показал его всем, ну я тебе не совру, больше 10 названий. В каждом регионе свое название, да. Но он же как Донкрат, он под камень заходит. Ты вот эти челюсти, ты ему не сожмешь, если он... сожмешь, но такая сила. А он под камень залазит и любой камень поднимает. Как Донкрат он работает. Я это наблюдал на Сойве. Вода чистая, а делать нечего. Лег и в лунку просто смотрю. Блин. Вот. У Сергея Чецкий у нас этого бычка по-местному называют Шваха. У нас посел. У кого только как там, если вроде бы я еще пару названий заскринил. А так он даже, по-моему, занесен в Красную книгу. Да, он в Красной книге. Может, я ошибаюсь. Да, он в Красной книге. Он только в чистой воде живет. Нет, индикатор чистой воды он как называется. Только зачем его в Красную книгу пихать, я не знаю. Его мало, между прочим. У Печоре, вот у самой речки, его везде, мало. Ты не всегда он берет. Вот ты кидаешь на червя, он не всегда берет. Не всегда, это редко где-то он найдет. А тут вот я еще заскринил, даже не комментарий, это в WhatsApp Сергей Воробьев, все Якутии. Переписываемся давненько, уже где-то, наверное, больше года. Я уже выпил. И тут он Ваше здоровье, написал господа. сообщение, и я решил заскринить, чтобы прочитать именно в лесной избе. В общем, послушайте, что пишет Сергей Воробьев, это Якутия. Все хорошо, но нет здоровья. Человек пожилой, он постарше меня будет уже. Лет 60 с чем-то, наверное. Это еще не пожилой. Как слушай, вон. Все хорошо, но нет здоровья. Плохо вижу. И спина с тазобедренными суставами ни к черту. Физро не помогает, только диклофенак. Вот такие дела, брат. Суд выиграл, денежки начинают возвращать, обещание не забыл, не обижайся. Он мне хотел это якутскую пешню, якутский нож подарить. Лучше поздно. Думаю, к лету решу все проблемы. Пока. Будь здоров. Все-таки возраст будет брать свое. Хотя Иван, видишь тебя, хотя Иван молодец. По сравнению со мной, дай Бог ему тоже здоровья. Тебе тоже крепись и почаще выходи на улицу. Так он рыбачит и все такое. Вот Оля, жена, тоже заразилась каналом. Хоть еле-еле, но иди. Оля, жена, тоже заразилась каналом Коми Рыбак и ждет, чтобы посмотреть. При случае передай привет Ольге Николаевне, жене неутомимого рыбака из Якутска. Ну все, заболтался. Всех благ тебе, твоей семье, здоровья и привет большой Роману. Все-таки скоро в армии. Удачи, брат. Серега, благодарю за добрые пожелания. Огромный тебе привет. Ольге Николаевне тоже привет. Вы нашли друг друга. Вам. Серега мне постоянно песни, не песни, шансон, не шансон всегда отправляет. И очень много вырезок про самогон именно. Что самогон, он не вредный, а полезный. И как раз вот не очищенный самогон полезный, без вот этих 2, 3, 4 очисток. Вот это. Так если бы не полезно было, у меня бы отец до 90 лет не дожил, а бабка бы на 140 году, на 136 году не умерла бы. Так они, наверное, первак-то в унитаз не выливали, да? Нет. Первак всегда ценился, правильно? Первак это лекарство. Ну, а эти сейчас говорят ацетон и яд это. А это не ацетон. Вы попробуйте перваком растворить любую краску, она свернется. Вот, а они говорят, надо первак уливать в унитаз и пить серединку. Да. Вот я бы, конечно, ты говоришь, тебе пора канал там. Я бы лучше занялся критиком. Я бы был лучше критиком. Потому что я сколько вот читаю же, теперь я вник в этот телефон. И читаю вот это все, и смотрю,
И смотрю, думаю, ну вот ты показываешь. Ну, вот на речке, вот действительно, вот она. Вот она вытащил, вот она, вот. А там пока что-то тянут резину, едут туда. Ну, я полчаса смотрел и так ничего и не понял. Что они хотели показать? Вот. То ли там в таком, вот такой ручеек едут на этом, то ли они хотели показать там глубину такую. Тащит и тащит, тащит и тащит. Я говорю, это когда я хочу соседа там, у меня клюет часто, а у соседа не клюет. Вот я, чтобы его наколоть, я так тоже, вот берет подо льдом. Ну я в эту леску мусолю, 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 и только через 10 минут вытащу. Как будто я со дна Глубинный. тащу. А берет рыба подо льдом. И опять я кинул, и опять меня клюнул, тык, я опять зачекрыл. И опять мусолю, мусолю, мусолю. Все, ну что там клюет? Я говорю, клюет. Они все же смотрят, а особенно там, он же смотрит, сколько ты там раз вытащил. А я эту леску мусолю, 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 а она подо льдом клюет. Вот со старым новосельцем были, окунь клюет подо льдом, а я, блин. Блин, опять жарко стало. О, ну сегодня Григорьевич хату натопил. Да я не хотел. Я так топить не Так. хотел. Че? А, вон, кстати, смотри. Это тоже Серега Воробьев послал в WhatsApp. Прочитаю. Если человек не пьет. Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин и застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Михаил Булгаков. Так, да, это же высказывались писатели, которые... Если человек не пьет, не курит и сторонится общества барышень, то невольно возникает вопрос, а не мерзавец ли он? Не голубой ли он? Антон Павлович Чехов. Чехов. Ну, Чехов ведь Необщительный человек, не принимающий участие в попойках, всенепременно должен быть неблагомеренным и злоумышляющим. да, Салтык- который может кинуть перчатку. Салтыков-Щедрин. Да. А вот это твой земляк. Людина, что не пье, або хвора, або подлюка. Так и есть. Ну, а что по-русски, что подлюка не переводится? Николай Васильевич Гоголь. Гоголь, который людина, яка не п'є. Ну, это не мы придумали, это классика. Конечно, так это же сказано Это уже 19 век. тысячелетия, Да. сотнями лет назад. И не мы придумали, вот говорят, вредно, не вредно. Да, я ненавижу алкашей, я ненавижу которые в запойные идут. А так вот в лесной избе по чарочке пропустить после трудового дня, Да. скажем, такого. Ну и я недолюбливаю казенку. Ну, почему-то недолюбливаю. Казенка это что? Водка. А, водка, ну. Почему-то. Сам лучше. Я лучше, вот, я Да. привык с детства к самогону. Горилки. К самогону, к Самогон к вину. по-украински горилка. Да, Или самогон ну, так говорит? горилки, к самогону, к вину домашнему. Своему Это, виноградному, да. которое я попробую в магазине, это не то, что вино, а Краска с этим, с порошка, наверное. вот она, вот ты запачкаешь руки краской, вот этого вина возьми, краска отмывается. Там ацетон, блин. Так, давайте, так, это Валерий Клименков, 4, ну, это к ролику, который я был в мороз 40 градусов на рыбалке, там на лесной речке. Ну, я не поехал. Привет с Казахстана, с Павлодара. Смотрю у вас насадки опарыш, червяк, глаз, резка. И ни разу ни у кого не видел мытое тесто. Слушай, это рецепт, я специально заскринил, чтобы прочитать. Заменит все ваши насадки. Желтое мытое тесто приготовить за 20 минут. И рецепт дается. Оранжевая пищевая краска 5-6 спичечных головок на 50 грамм воды.
5-6 ложек муки или манки, выливаешь воду крашеную, замешиваешь тесто покруче, выжидаешь 10 минут и промываешь под тоненькие струйки воды. Вымывается все, кроме клейковины, затем ложишь в мешочек, сдабриваешь запашистым подсолнечным маслом и попробуйте. Клюет всякая рыба. Сиг, яй, сорога, окунь, еж. Попробуйте, не пожалеете. Удачи вам. Ну, я сорогу ловил. Так. Я специально беру вот эту с-под опарышей вот эту баночку И тесто тоже. и муку, и подсолнечное масло. А тут- Все мешаю. А оно будет одинаково клейкое. Нет, а я тут одну не понял, я ему даже вроде вопрос задал. А зачем селитра, спички, вот это, Да. серая? Да она ни к чему. Ну, Я вон сорогу на озере ловил. 5-6 спичечных головок. Видать, какое-то это... Ну, перепутали. может, он, ну, я не знаю, я не пробовал. Но масло я практикую с 73-го года. Это вот масло и муку. Серега Кожанов, Сергей Кожанов, ок. Привет, Сергею. А вот этот комментарий дадим прочитать Ивану Григорьевичу, потому что по-украински он лучше... Микола Захарчук. Николай Захарчук пишет по-украински. Де він? Микола Захарчук. Хочу розказати. Стоп. Стоп. Хочу розказати, як я відрізняю, яка рибина клюнула, крайня чи остання. А після опускання наживки у воду я спостерігаю, як риба підходить до наживки. Якщо шикується в чергу, то в черзі завжди є перша рибина. Потім буде чергова рибина, а в кінці черги завжди буде остання рибина. Якщо ж риби підходять до наживки шеренгою, то в шерензі є риба крайня зліва, крайня справа і центральна. О, ти. Я завжди користуюсь таким правилом і ніколи не помиляюсь. Удачі, Гина. Мій рибальський сезон завжди починається в першу неділю квітня. Квітня, Ну, апрель, да? ви знаєте, да, в першу неділю травня. Я хотів би сказати, що якби ми бачили, яка у них черга, то ми б їм то і ставили, на що вони клюють. Это ты уже сам отвечаешь, да? Да, тому що у нас черги не... Да говори по-русски, там все равно... у нас черги не соблюдаються у риби. Клює то харіс, то сік, то яка черга? А на ту закваску... Это мне Наталья Печенко все говорит, Геннадий говорит, как хорошо, что ты, говорит, выучил украинский язык и все такое. Да, я уже 50 на 50 я уже понимаю, даже процентов 70. Звичайно, хорошо. Да, понимаю. Также я общаюсь с Новой Зеландией, вот Тони меня смотрит, очень интересный канал, они охотятся на оленей, ловят красную рыбу, только они ловят и отпускают. Ловят и отпускают. Ну, у них такой закон. Ну, я да. бы тоже ловил красную рыбу Ну, и отпускал. Оленей только, Ну, если бы она ловила. мне кажется, если бы олени не падали бы замертво, со 150 тоже бы То отпускали. тоже... А не оленя хлоп, это, ну там просто рай земной, там нет снега. Там все круглый год лето Новой Зеландии. Ты же понимаешь? Конечно. Они не видят снега, они смотрят на нас и удивляются, как мы здесь живем. Как вы... Так что привет, Тони, привет, Новая Зеландия, огромный вам всем привет. У нас тоже весна, скоро у нас тоже будет как Зелень, у вас. зелень. Как у вас. День будет, вот оживем. Так что, Микола Захарчук, комментарий вот. Да, Коля. Григорьевич прочитал. Коля, рибачить будем, як ты сказал. Ну вот еще, опять же, Вова Ландин. Гена, привет, ты молодец, побольше таких уловов. Только одно плохо, что сам хоть бы Рому взял.
Ну а так просто все нравится. Большое спасибо за твой труд. Тебе здоровья, успех, счастья, успехов и удачи в рыбалке. Оберегает тебя ангел-хранитель. Здоровья побольше, самое главное. Гена, я что пишу, можешь зачитывать. Передай, пожалуйста, привет моей жене Ландине Наталье и мне. В 10-й, наверное, раз уже. Привет, Вова Ландин, привет, Наталья Ландина. А огромный вам привет. Мне не трудно, поверьте. Гена, не переживай, ты не только серебряную кнопку получишь, а золотую. Ты красавчик, молодчина, респект. Ен Цикаден, золотая кнопка наша пускай. Бог и ангел-хранитель помогают в этом достижении. Ну как я могу не прочитать такие комментарии, когда Да, такие да, добрые пожелания? ну, спасибо. Ну все, так. Здорово, попробуйте с приманки. Каша гороховая, на удочке посидеть, а то одно и то же. Это пишет Сергей Титов. Горох взял, пшено взял. И даже мне подсказали, что клюет с 12 до 4. Сегодня мы отдыхаем, завтра на озере. Да. А потом, возможно, и будет у нас ночная рыбалка палатки, если да, ветра не будет. попробуем, Если попробуем, конечно, ветра... попробуем. Будет ветер, я не буду натягивать. Да, попробуем. Сабитов, 3 восьмерки Сабитов. Турсун вроде бы, я уже имя начинаю... Турсун Сабитов? Нет, да, ну это... уйгур по национальности, я уже начинаю вспоминать-то. Обалдеть, из глухой тайги передали мне привет. Жаль, что нет WhatsApp номера вашего, интернет не ловит в тайге. Так бы набрал бы тебя, вместе рюмочку подняли бы. Я ему пишу: привет, Турсун, поздравляю от души. Дай Бог вам здоровья, пусть растет на радость родителям крепким и здоровым. У него сын родился. Да. Так что давай еще маханем за сына, да, за здоровье сына Турсуна. Конечно, надо, пусть будет здоровым. И будем на этом закругляться, наверное, потому что... Вообще... Ты заметил, да, усталость прошла? Действительно волшебный напиток. Да, вот у меня пришли еле-еле. Мышцы отпустила. Все. Но... Мне бабка говорила, она умерла в 77 лет, правда, да? Но она работала до 76, наверное, или до конца работала. Но... Как у меня отец. Картофель перерабатывала, собирала до 400-500 ведер за сезон. Продавала, деньги были, у нее пенсия была 56 рублей всего. Ну да, в то время. В то время даже, 120 рублей. Она всю жизнь в колхозах работала, а пенсия была 56 рублей. То есть мать моя фельдшером в ФАПе работала, стаж у нее очень большой был и получала 132 рубля. Отец в совхозе, в сельпо, где только не работал, но стаж выработал 120 рублей. А она в год войны работала, все работала и только 56. Конечно бы, если бы она жила бы сейчас, да, то ей бы пенсия-то была бы, конечно, да. 80 штук сразу бы. Вот, она труженик тыла, все такое. Она 17-го года рождения была, ровесник революции. Вот она 77 лет умерла. К чему я это говорю? Работает, она не балуется вот такими стаканами. 200 грамм, граненый стакан, гранчик. Выпила. Хач! Покушала. Это в обед. Ужин, хач, 2 стакана. Это пузырь, считай, грубо говоря. Я говорю: бабуля, я говорю, почему так? Я говорю, если не выпью, я завтра встать не могу, работать не смогу. Да, у меня теща-то. Я говорю: тоже, да. Бабуля, говорю, это у тебя, наверное, трудовой алкоголизм. Нет, это у них вот с того колхоза и занялся. Да. Дороги не было по Кирово. Там, это молочница теща работала. Лошадь, застряла тележка. Лошадь не тянет. Теща разгружает фляги. Молодая женщина. Разгружает фляги. Лошадка прошла. 30-30. Все, комфорт тоже, комфорт. Комфорт туда и сюда. Опять носит туда фляги, грузит. Фляга вот килограмм 50, считай, да? 40 литров плюс 10 килограмм фляга. Вот так молочница, она молочницей работала, это молочница. Так, а бабка моя 16 лет ее в лес погнали, лучковкой лес пилить. Бабы ходили вот так вот. Да, так вот как вот сейчас я по лугу иду, провалился вот так, не так ногу, не так. Я уже лег, покатился. Потом, говорит, брюшным тифом заболела, пока болела туда-сюда, выкосила всех слабых умерли, говорит. А кто, естественный отбор получается. Да, у нас тоже прокатился. Вообще брюшной тиф был, что сейчас коронавирус. Да, вот так выкосило все. Так выкосило.
Мать рассказывала, что остались не только- было дня, чтобы не несли. Ну, Несут, похоронено, да. уже досок нету на гробы. Уже несут как попало, на лестнице несут, завернуто в полотенце. Там, что только Ну, вот, можно. и бабуля говорит, я, говорит, Ужас. переболела, но, говорит, выжила, не умерла. был. И там кто-то там У меня тоже бабушка. дал поблажку и отправили, говорит, на почту работать. Не в лес. Ну да, И я, говорит, она ездила до, чтоб не соврать, от Троицка до то ли Митрофана, то ли до чего-то. Без мотора, вот это, так шестом. толкачом. Так, Шестом, так вот у меня деревяшка. тесть 200 километров рассказ. 200 километров толкачом. Я говорю, так, На сейчас деревяшке, ты, да. ты сейчас вот, А мы на моторе. Тонну муки поднимал до коммуны. До коммуны помилуй. Я говорю, ты сейчас кому-нибудь скажи, чтобы он за миллион поднял. Он скажет, да пошел ты, блин. Ну как толкачом, против течения, тонну. Как это говорится, богатыри не вы. Такая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Да. Туда поднимает, оттуда спускается 200-литровую бочку этой щуки. По пути. По пути обратно сдает в райпо. Опять в райпо грузится, опять туда. Я не знаю, каким надо было быть силачами. Ну, давай еще один. Серега Балакова. Привет, родной. Ну, ты один ловишь больше, чем с компанией. Красавчик просто. Ну, наверное, скучно одному. В избушке-то за рыбацким посидеть, поговорить после трудового дня. А не с кем. Ну, не первый, не последний Конечно. раз еще. Передавай привет, город Балаково, Саратовская область. Смотрю давно. Жду ролик следующий. Удачи тебе и каналу. Серега Балакова, привет. И на пасашок, это уже точно крайняя рюмочка. Да. Григорьевич, поехали. Было бы сказано. По маленькой. По маленькой, налей, налей, Это налей. как у Виталика-то. По маленькой, чем поет лошадей. На юбилей это Виталика пели-то. По чарке, по чарке. Песня-то. Там что, юбилей был, да, Виталика поздравляем. Владимир Ушаков. Геннадий, здравствуйте. Отличный улов. Смотрю вас и душа. Ты давай, по чарке, по чарке. Мы это По на пасашок. чарочке, по чарочке. Отличный улов. Смотрю вас и душа радуется. У нас в Исельском районе так не половишь. Мало рыбы, именно говорю про язей. А так все нравится. Удачи вам. Передайте привет Сысельскому району. Буду благодарен. Неужели в Сельском районе нет язей? Приветствую, обязательно передам. Там мало его. Я в Сысельском районе был. Стерля. Был в Визинге. А вот у был в Визинге, Висанево был. А у Визинге, на этой речке, на Визинге там, конечно... Мык. Вот этот елестый белоглазый. А. Вот этот. По коме мык вроде бы. Ну, я видел там, я когда ехал в отпуск, я заехал, я вижу, там мужик бегает со спиннингом. Такие вот ельцы. Они не крупные такие. Ничего себе ты показал. Как Где сижок. Как Какой, сижок. как плотва елец, вот такой. Да, это... А есть вот, он ловил, вот таких. Мгм. Я тебе за что и говорю, что он говорит, я говорю, так он должен же, меленький. Я же, ельца ловил, у нас на Березовке есть елец. Так что Сысельскому району привет. В вашем районе в 89-м, 90-х годах бывал. Знаю столицу вашу, Визингу. Знаю поселки. Визинге привет. Если кто там меня смотрит, Танюша Туркова вроде. Визинге. Мы учились вместе, да, Ага. в техникуме. Так что Вот так что большой привет жду ответа. и поцелуй. Ну что, года летят, Всё ничего правильно, не всё правильно. сделаешь. Дай бог, чтобы она смотрела тоже и Да, чтоб смотрела, увидела, и- как говорится, до пенсии, чтобы смотрела своих детей. Чтоб канал смотрела до пенсии своих детей.
Так, Вот все, у нее давайте вроде бы девочка. оставим немножко на завтра там. Конечно, Все, мы если что. сказали уже последний, и после этого главное по 2 раза не зачитывать, а то... Да, да. Хотя это будет приятно, да. Ну, что, Да, одно и то же. бывает, что Так, зачитать. малосолочка. Да. Я и промазал, блин. Так что, Ну, не в рыбе счастье. Рыбу мы поймали на малосолочку. Вот да, и все. вот оно счастье. Да, Все. поймать. Мы приготовили с Настей, у нас надежда есть. Ну, Ну, процентов, что попадет улов это- хороший будет, конечно, нет, но небольшая надежда. Потому что хода рыбы, вот когда пойдет ход рыбы, мгм. тогда да, тогда можно 3 раза в день проверять эти, и будет те 3 ведра рыбы. Каждый раз ведро. Ну, Такое нам, было. ну, нам столько много не надо. Я с детства, я тебе говорю, что я просто... Я не понимаю, я могу отказаться другой раз от сала, но от рыбы не откажусь. Я на рыбе вырос. У меня, правда, отец не баловал меня свежатиной зимой, потому что зимой он ловил только налимы на опалки. А как только первые продвижки, как только река открылась, вихрь завел, все, поставил сети, у нас свежатина уже на столе. Этот сиг. И до тех пор, пока шука не пошла. Зимой, да, только налим. Ну, у нас в бочках рыба лежала в леднике, Конечно, с осени. и мы как бы без рыбы не сидели. У нас отец пойдет, вот такую тарелку принес, это как Да. утром, вечером и днем. А хоть 3 раза когда, в день. только картошку отварили и... Иногда бывает так, наемся, а мать говорит, ну что, супчик? Я говорю, какой, мама, супчик уже? Какой там шит я еще... Все, заболтались сегодня, долго что-то болтаем. Увидимся завтра. День заезда всегда он трудный. Завтра Да, будет уже сегодня проще. вообще было не то, что трудно, а... Потрудились, да, если будет заморозок, я, возможно, невозможно, а надо, потом я придется по дороге утащить мне. Да, утром, ну, если 3, А по дороге я уже не проеду, я уже на этой стороне. ни хрена, 2,6 уже падает. Вань, я уже на острове, получается. Ты на Да. материке, а я уже на острове. Так что, При желании ты еще по Печоре можешь, ну да, ну опасно. по той стороне. Там могут быть перекаты открыты уже. Это мне лучше фиксацию хода поставить, чтобы не утонуть. Да, вот чтобы у тебя не гуляло, а так. Я завтра на Печору поеду, передвину обратно, как было, и поставлю фиксацию хода. И Ладно. все, и он попрет только. Все, друзья, до завтра. Завтра все увидите. Как получится, засниму. Как получится, смонтирую. Как получится, покажу. Эти ролики вы смотрите уже с опозданием. Ну, на это есть причины свои. Так что спасибо за понимание. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотры. Спасибо за комментарии. Всем спасибо и всем пока. Увидимся завтра. Видишь, от погоды, от всего. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Дождь и снег любое время года надо благодарно принимать. До завтра. Так что, так и будем принимать.